Позвоните, пожалуйста. Вы смотрите программу «Жди меня». Я уже говорил вам, что мы ведем поиски по всем письмам, в том числе и по тем, которые приходили к нам еще когда только программа начиналась. И были первые письма. Вот и сегодня у нас как раз такой случай. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что вы приехали к нам из Казахстана. Из города Сталин. А написали нам 8 лет назад. Да. 8 лет. Конечно, прошло очень много времени, но и случай у вас непростой. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Мне было 34-й год, когда война началась. Помню село, все, но название я не помню. Но оттуда нас вывозили военные, потому что мы жили в горах, наш дом заняли военные. И сопровождал нас в город или на станцию военный. А в это время началась бомбежка. Нас какие-то вагоны погрузили. И так не знаю. Вот больше я ничего не помню. Помню, что мы уже попали в детский дом в Алмата. И там до 46-го года я вместе была, еще 3 сестры у меня. Они остались в Алматинском детском доме, а меня привезли в Акмолинский детприемник. И вот сейчас вы ищете сестер, да? Я не только сейчас ищу, я их давно ищу. Да, я понимаю. Да, что... я их ищу. Но вот. вы ищете вот именно сестер, которые тогда да, потерялись. которые со мной были в детском в Алматинском доме, да. А вас переселили в Акмолинский. В Акмолинский. Да? А вот то место, откуда вас привезли, вы не помните, да? Нет, я не помню. Не помните, да. Единственное, что я помню, что, ну как, документов уже нас нету, а в детском доме, когда выходили на работу, устраивали после 14 лет, нам давали справки, что когда родился там, фамилия, имя, отчество и все. Да. И по этой справке я и на пенсию уходила, потому что у нас здесь рождения нету. А что было в этой справке? В этой справке, что я, Магомедова Хаджар, родилась 1938 года, 2 мая, отправлена в ФЗО на учебу. А где родились, там не было написано? Нет. Это... Ни родители, ничего, это не было указано? Нет, не было указано. Ну, написано, что я чеченка, но я и так и думаю, потому что я помню 3 слова. Как зовут отца по-чеченски? Дада. Бепик – это хлеб. Айк – это ложка, а это по-ихнему, так называется, не по-ингушски, а по-чеченски. Но я ездила, когда я в Чечню ездила, искала, там старики сказали, ты тут не родилась, у нас таких фамилий нет. У нас есть имя Магомед, но фамилий Магомедовых нет. Это только у дагестанцев, кабардино-балкаров и редко у азербайджанов. Ой. Вы знаете, Хаджар, я вам должен сказать, что я так и предполагал, что ваша история как-то связана с депортацией чеченцев в 1944 году. Но когда вы сказали, что вы помните, как вы помните по-чеченски папа, хлеб и что третье? Что ложка. И ложка. Вот. То я не сомневаюсь, в общем-то, что... Потому что детская память, она удивительно устроена. Даже уже вроде вы не слышали больше этот язык, и все. Но откуда-то выплывают вот эти знакомые звукосочетания, эти слова. Я очень хочу рассказать о депортации чеченцев, потому что нас смотрит очень много молодежи, которые не имеют и представления об этом. И вообще даже не знают, что это была за трагедия. А трагедия была чудовищная. И, к несчастью, она в нашей истории не единственная. Через это прошли и калмыки, и ингуши, и чеченцы, и карачаевцы, и балкарцы, и крымские татары, и корейцы, и немцы, и даже русские.
еще при Ленине выселяли белых казаков и крупных землевладельцев. Но это трудно представить, что это вообще такое, когда приходят ночью, ничего не объясняя, не давая времени, в общем, собраться, когда можно схватить какие-то только самые необходимые вещи, грузят в грузовики, потом везут на поезд, грузят в вагоны для скота и везут на край света и выбрасывают просто в чистом поле. Это очень страшно, даже думать об этом и вспоминать об этом, но это было, и мы обязаны это знать и помнить. Тем более, что огромное количество людей с тех пор не может найти друг друга. Но это трудно представить, что это вообще такое, когда приходят ночью, ничего не объясняя, не давая времени, в общем, собраться, когда можно схватить какие-то только самые необходимые вещи, грузят в грузовики, потом везут на поезд, грузят в вагоны для скота и везут на край света и выбрасывают просто в чистом поле. Огромное количество людей с тех пор не может найти друг друга. Посмотрите, пожалуйста. Накануне 23 февраля солдаты всю ночь по крышам бегали, стреляли. Салют такой был, в честь Дня Красной Армии. А я гильзы утром в подол собирала, играла ими. А тут солдаты приходят и говорят: собирайтесь, вас выселяют. Учительница у нас русская в селе была. Так она, когда нас забирали, прямо от горя по земле каталась. А мы думали, что через пару дней отпустят. Поэтому много с собой не брали. В наш аул дороги не было, только ишаки поднимались. До большого села пешком вели. Слабых сразу расстреляли. А в селе Хайбахи людей в сарай согнали, говорят: подождите здесь, пока за вами самолет пролетит. Люди в сарай собрались, а его подожгли. 500 человек сгорели заживо. Я тогда машины в первый раз увидел. Толпой туда закидали, как дрова. Зима, дорога скользкая. 2 машины в пропасть упали, разбились с людьми со всеми. А в Грозном в товарные вагоны посадили, в каких скот возят, и повезли. 23 февраля 1944 года началась самая известная и массовая этническая депортация, названная в документах НКВД «Операция Чечевица». В считанные дни более полумиллиона человек, жителей Чечено-Ингушской АССР, большинство из которых женщины и дети, погрузили в эшелоны и отправили в Среднюю Азию. Вообще, некоторые люди, говорят, в чем есть, вывезли. Даже, говорит, не было на смену у них одежды. Вот такие, говорит, по дороге, говорит, очень много умирали. И детвора на ходу прям выкидывали трупы. А если кто смог упрятать, пока поезд остановится, так, говорит, прятали трупы родственники. Потом, когда останавливались, выносили и железнодорожники забирали. Из нашего вагона и половина до Казахстана не доехала. А когда приехали, оказалось, что местным сказали, что к ним людоедов везут, и от нас все разбегались. Помню, в 44-м написал письмо домой. Приходит ответ: село ликвидировано. Я по-русски плохо говорил, не понял, что это значит. К офицеру подошел, он объяснил, что нет больше Чечено-Ингушской республики. Поселили в бараках, где заключенные раньше жили. Люди как цыплята умирали, прямо на улице лежали, даже похоронить не могли. С ночи в очередь за хлебом встанут, камушки положат кто за кем, а утром трупы. Потом всех в канаву сгребали. У меня сестра Сата от голода умерла. Перед смертью хоть одну кукурузинку просила. Одна кукурузинка, говорила, меня спасет. А у соседей из 11 человек одна девчонка осталась. Ее даже родственники к себе не взяли, кормить нечем было. Мои родители ее взяли, нам с сестрой стало.
По официальным советским данным, в Казахстан было отправлено 180 эшелонов. По пути следования эшелонов родилось 56 и умерло 1272 человека. Сколько людей при этом потеряли друг друга, статистика не сообщает. Я Магомедов Асламбек Ахьядович, разыскиваю своего дядю Дакаева Ваху Ахмадовича, 1939 года рождения. В 1944 году, как и всех, его тоже со своей матерью вывезли в Казахстан, в Семипалатинскую область, Ужальский район. И там они жили, пока его мать там не умерла. Наш дедушка, вот на фотографии, который его отец, он в то время служил в армии. Семья Ибрагимова, их выселили, было четверо детей. Асма, Малика, Султан, ныне покойный. И еще была у нее самая младшая, Малкан ее звали. Она и у них пропала. Ее ищут свою сестру. У них отец скончался после выселения. Потом мать заболела, и их отправили в Джамбульский детский приемник. Оттуда старших троих сажали на грузовик, а младшую вырвали из рук Асма. Ее вырвали из ее рук, и мы не знаем, как ее теперь зовут, в чьи руки она попала, жива она или нет. Я, Янарси Керимов, ищу младшую сестру, мать Керимову, 1936 года рождения. Нас выслали из села Бавлой и Тумкалинского района, Чечено-Ингушская ССР. Нас было 3 брата и 1 сестра. Родители умерли еще до выселения. Мы ехали с братьями отца. А в Казахстане, чтобы получить корову, которая полагалась семьям переселенцев, мы взяли фамилию по имени отца, Керимовы. Но 2 братьев все равно умерли от голода. Остался старший Увайс, я и сестра матери. Осенью 44-го мы все заболели тифом. Нас отвезли в Джамбул. Нас с братом положили в одну больницу, сестру в другую. Брат Увайс умер в больнице, а сестра пропала. Сестре было 6-8 лет. Наверное, она многое забыла, но может помнить, что старшего брата Увайса в детстве звали Таки, а меня — Яни. Я ищу брата Магомеда Белхароева. Нас выселяли из Ингушетии, Малгобекского района, села Нижние Очулки. У нас был братик 5 лет. Когда нас вывозили, он болел. Помню, он попросил, чтобы мы не забыли взять Коран, ножик и солдатскую пилотку. А в поезде ему совсем плохо стало, как мертвый был. И где-то в Ставропольском крае его вынесли из поезда. Матери сказали, что он умер. Но год назад наш сосед рассказал, что видел человека, который может быть нашим братом. Я в 1966 году работал в племсовхозе «Восток» Зеленокумского района Ставропольского края. Там к нам подошли 2 парня, и когда они узнали, что я ингуш, один из них рассказал, что он родом из села Нижние Очулки Малгобекского района. Его, тяжело больного, в 1944 году сняли с поезда в Ставропольском крае, а после выздоровления отдали в детдом. Парень считал, что его родители и родные умерли в Сибири. Из всего вагона только наша мама довезла детей до Казахстана. Я думаю, что понадобится еще очень много времени, терпения, любви, чтобы залечить вот все эти раны. Прошло уже больше 60 лет, а люди до сих пор ищут друг друга. Вот эта женщина, вот эта, так же, как и вы, ищет своих сестер. Одну из них зовут Баянат, так же, как и вашу сестру. А вторую сестру, которую она ищет, зовут Хажар, так же, как у вас. А саму ее зовут Петимат. Так ведь звали одну из ваших сестер, да, Хажар? И младшую Баянат звали, а старше меня, которая Мерзигат. Давайте послушаем, что она рассказывает.
Отец с 3 дочерьми, Мерзигат, Хаджар и Баянат, осенью уехал к родственникам в Урус-Мартан. А мать со мной и сыном, Абу-Супьяном, оставалась в Шаройском районе. Поэтому забрали нас из разных сел и везли в разных составах. Нас привезли в Северный Казахстан, а отца с дочерьми в Южный. Мы это знаем, потому что одна из сестер, которая с отцом уехала, через 2 года нашлась. Это Мерзигат. Когда отца привезли, когда они приехали в Казахстан, он до весны пожил с родственниками, а весной он решил искать свою семью. Взял этих девочек с собой, попрощался с братьями и уехал. Когда приехал на железнодорожный вокзал города Джамбула, стал покупать билеты, девочек посадил на лавочку, сказал, что мы едем к маме. В это время ему стало плохо, и тут же на вокзале он скончался. Их забрали в приют. В приюте старшая заболела. Ее отправили в больницу, и после этого наш близкий родственник ее привез к нам. А младшие 2 так и пропали. Самарт – самая младшая из сестер. Она родилась 15 февраля, за 8 дней до выселения. Ни отец, ни сестры ее никогда не видели. С таким ребенком, нашим братом и мной, мать при выселении одна в вагоне оказалась. Ни одного родственника. Магомадовы в конце 50-х переехали жить в село Алпатово Наурского района. В родной горный Шаройский район их так и не пустили. Мама с дочерьми построили домик. Потом дочери начали выходить замуж, у них появились дети, внуки и правнуки. И теперь даже часть семейства с трудом умещается за столом. Но все годы они мечтают найти еще 2 сестер – Хаджар и Баянат. Я помню, Хаджар шустрая девчонка была. Везде крутилась, с собаками вечно играла. Даже спала в собачьей будке иногда. А потом ее пес укусил. Мне кажется, я Хаджар бы и сейчас узнала. Так она похожа на младшую, Самарт. Она говорила, если кто тебя знает, если встретит ту, то обязательно узнает, что вы сестры. Мама всегда говорила, девочки живы. Все разговоры она заканчивала словами: вот когда девочки найдутся. Мама всегда говорила, я сердцем чувствую, что они живы. Вы обязательно встретите, ищите. Родная, сколько мы с мамой проплакали. Я-то тебя знала только по рассказу. Хаджар, я уже старая и не могу приехать в Москву. Ты приезжай к нам. Наш брат Абу-Супьян умер в 16 лет в Казахстане. Мерзигат не стало 10 лет назад. Остались мы с Самарт. Ты ее никогда не видела, но мы тебя всю жизнь ждем. Хаджар, а когда рассказывали про укус собаки, вы сразу вспомнили об этом, да? Да? У меня большой шрам. Даже шрам остался, да? Да. От укуса собаки, да? Перед войной, да. Я вам должен сказать, что именно дочь вашей старшей сестры сыграла основную роль в этих поисках, поскольку фамилию вашу в детдоме напутали. Ваша настоящая фамилия Магомадова, а вам записали Магомедова. Да. Наверное, это звучание привычнее, и поэтому так написали. Поэтому вам все время говорили, что вы не можете быть из Чечни, что фамилия не чеченская. Да. На самом деле фамилия чеченская, это просто
та ошибка, Нет, которую допустили в детском доме. Вот. Но для того, чтобы в этом разобраться, конечно, ушло бы очень много времени, потому что даже компьютер, он не соединял их поиск с вашими поисками, поскольку вроде бы разные фамилии. Но дочь вашей старшей сестры, она отбросила фамилию. Она по имени стала искать на нашем сайте. И по вашему имени она нашла вашу заявку. И поняла, что это одна и та же история. И написала уже нам. Ее зовут Ассет. И она здесь, она приехала. Ассет! Пожар. Я вам благодарна. Книжки вам поклон. Полжизни искал. Это понятно, правда. К вам приехали еще родственники, Хажар. И ваша самая младшая сестра, которую вы видели на пленке, и еще родственники. И они стоят и ждут. И очень рад. Вы сидите, сидите. Я вас умоляю, не вставайте. Они придут сюда, и вы будете все вместе. Хорошо? Да? Хорошо. Ну, вы начали улыбаться, это замечательно. Это замечательно. Самарт! Проходите, не сталось нехорошо совсем. Проходите. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что.